Добрый день. Событие, которое хотелось бы сегодня прокомментировать, случилось ни много ни мало в день космонавтики. И оно действительно похоже на попытку полета в космос. Или, по крайней мере, на высокие широты Земли. Потому что в этот день было подписано соглашение между двумя регионами и тремя компаниями о проекте создания национального горно-промышленного кластера со строительством глубоководного морского порта Индиго и железнодорожной магистрали Сосногорск-Индиго в арктической зоне Российской Федерации. Индиго действительно располагается на 67 градусе северной широты, всего на 1 градус севернее самого северного полярного круга. Так что название, которое применено к проекту, а именно мегапроект, инфраструктурный мегапроект, наверное, справедливо. Два региона, это Республика Коми и Ненецкий автономный округ, где на побережье Баренцева моря как раз и предполагается построить глубоководный незамерзающий порт. А компании Руститан, известны уже в республике, АЭОН и Инфравеб. АЭОН тем более известная в последнее время, что в ноябре прошлого года она заявила о желании приобрести у Северстали предприятие Воркута-Уголь за 15 миллиардов рублей. А у Северстали резон продать Воркута-Уголь был связан с ее планами выйти, расширить, точнее, свой выход на экспортные рынки в странах Евросоюза, где сейчас действуют довольно жесткие экологические протоколы, особенно в части декарбонизации, то есть избавления от угля в самой цепочке производства и поставок на рынке. И все бы было нормально, если бы не случилось 24 февраля. И уже с 15 марта Евросоюз просто запретил импорт из России стали и железа. И, в общем-то, сделка сейчас под большим вопросом. Потому что азиатские рынки, на которые теоретически Северсталь может ориентировать свои поставки, они совсем не столь требовательны к зеленым, так сказать, протоколам, к декарбонизации. И в результате судьба сделки о Воркута-угле остается открытой. Уголь, конечно, никуда не девается, но Северсталь ничего не... Северсталь, во-первых, в проекте нету. А во-вторых, ну, если, конечно, эта железная дорога и этот порт появится, то уголь как раз будет самым первым претендентом на нее. А титан еще нужно добыть. Да, Пижемское месторождение, расположенное в Усть-Илимском районе, в основном является крупнейшим в мире. Но все-таки его нужно добыть и организовать на его основе, на его площадке еще ряд перерабатывающих производств, прежде направлять через Индигу на экспорт. Таким образом, мы присутствуем при старте проекта, который раньше носил характерное название, сугубо в проекте, Баренц-Камур. Я думаю, что те люди, которые застали еще вторую половину 90-х годов, ну и, соответственно, все последние 2000-е годы, прекрасно понимают, с чем ассоциируется это название Баренц-Камур. Оно, естественно, ассоциируется у нас с Белкамуром. Напомним, что соглашение между Республикой Коми, Архангельской, Пермской областями и тогда еще существовавшим Коми-Пермяцким округом о создании акционерного общества Белкамур было подписано, и, кстати, значительно менее масштабном проекте, было подписано в 1995 году, а в 1998 году был торжественно вбит первый костыль, торжественный и, по крайней мере, материально существующий. А в 2015 году был вбит последний, уже не существующий, уже фигуральный костыль в этот проект, когда была арестована вся верхушка руководства Республики Коми. С той поры о Белкамуре уже принято не говорить, потому что, вряд ли он когда-нибудь будет реализован. А теперь появился проект Баренц-Камур, проект Индиго, так сказать. Вообще говоря, Белкамур за свои 20 лет кого-то же покормил, так Баренц-Камур обещает быть еще нажористее. Всего вам доброго.